Первый букет в свой 100-й день рождения долгожительница из Инарки получает от главы Ингушетии. Тамара Индиева, ветеран тыла, родилась в прошлом веке в первый день июля 1922 года. Несмотря на преклонный возраст, Тамара Гиреевна достаточно энергичная, сама передвигается и гостей встречает с улыбкой и шутками. Индиева по мужу, а девичья фамилия Укурова. Долгожительница успела стать свидетельницей самых грустных периодов истории. Она одна из тех, кто внес свою лепту в великую победу России над фашизмом. В 1942-м наряду с другими молодыми девушками допоздна рыла противотанковый ров длиной 7 километров, шириной 6 метров и глубиной 4 метра. Он перекрыл проход немецких танков в Алханчурскую долину, тянущуюся до самого Грозного. Тамара Гиреевна в 2015 году помогла поисковым отрядам найти место прохождения этой траншеи, сыгравшую серьезную роль в военной истории страны. Камал хала шунгадия жадия тикди адва цадиш он леши конгрити хан шеймести гит баухишта бой някди деди бах я агар царский генерал ханова картон кятди ажадия цудачи шехадия дикшна хайяния жадия я дикна бажа бехуна диквот вот шехуна вообще ятня дикна бажа. На своем веку Тамара Гиреевна пережила немало трудностей. В 1966 году она потеряла мужа, позже дочь, воспитывала сына, зарабатывала на хлеб, работая в колхозе, на пашнях. Но все жизненные испытания прошла достойно. Оглядываясь назад, уверенно заявляет, самый сложный период жизни все же выпал на годы депортации. أجل خدايتي أدخ برغتوهن سهل خد أهتيه خذ خيهن دال خذ خيني بين ديال قخيتما خذ مدوخي بين خذ دوخ. На здоровье долгожительница не жалуется, хорошо помнит многие детали своей молодости. У Тамары Гиреевны сын, 2 внука и 11 правнуков. У всех бабушка ассоциируется с теплом и заботой. Хочется ответить тот факт, когда мы были маленькими и мы пошли в 1 класс, то есть 13 внука было, она устроилась в школу работать техничкой, чтобы нам, внукам, было легче адаптироваться в школе. И нас проводила в школу, и водила, и проводила. И вам было легче? И нам было легче адаптироваться и учиться. И, естественно, нам было нельзя не учиться. А какой она была бабушкой? Строгой? Нет, не строгой она никогда не была. Она была бабушкой, которая всегда давала советы. Самый главный совет, который она нам давала, это то, что мы должны беречь честь нашей семьи. В этом доме Тамара Индиева проживает 65 лет, с тех пор, как вернулись на родину из Казахстана. С постройкой 1957 года связаны самые теплые воспоминания, и в нем до сих пор находит радость и покой. مباشرة أتم لينيات يعني خلوا ليني أتليني تداوات ليني. Родные, близкие и соседи. Главным отличительным качеством долгожительницы называют трудолюбие. Никогда не сидела сложа руки. С самых юных лет трудилась в колхозе. А сегодня учит своих снох и правнучек к делам по хозяйству, готовить национальные блюда. Кстати, внуки до сих пор не могут забыть вкус ее стрепни. А что вкуснее всего у бабушки получается? Наверное, чапельки. Я всегда помню, когда она готовила очень вкусные чапельки с жиром.
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем возрождения республики от имени Махмуда Али Калиматова правительственная делегация вручила Тамаре Индиевой юбилейную медаль «30 лет образования Ингушетии». Также в качестве подарка от главы региона долгожительнице в честь ее столетия передали 100 тысяч рублей. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.